Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. Полуторагодовалую Викторию сегодня в больнице посетил уполномоченный по правам ребенка. К ней поступили сотни обращений. Татарстанцы хотят удочерить девочку, которая подверглась истязаниям матери. Женщина сейчас в СИЗО, ее дочь уже 2 недели выздоравливает в больнице. Ребенка сейчас посещает отец, но опекунство над девочкой хочет взять бабушка. С малышкой пообщалась Вероника Ганудинова. Это дядя с бородой, это дом с трубой. В детском стационаре Виктория находится уже 2 недели. Малышку сюда привезли после того, как ее избила собственная мать. Ребенок попал к врачам с отеками и синяками. Девочка в год и 7 месяцев весит, как 8-месячный ребенок. Всего 8,5 килограммов. За это время она восстановилась и даже общается с гостями. Когда сюда она пришла, она была ребенок зашуганный, испуганная вся. Сейчас уже она раскрывается, улыбается, играет. За время нахождения девочки в нашем отделении ее посещает бабушка, которая будет оформлять опекунство. И посещает ежедневно, и отец посещает, и дедушка со стороны отца. Бабушка, которая оформляет опекунство, она ходит в орган опеки, какие нужны документы для оформления девочку в себе. Мать девочки Алена Японешникова до начала февраля находится в СИЗО. Затем будет суд, который определит наказание и, возможно, лишение ее родительских прав. Опекуном ребенка хочет стать ее бабушка со стороны отца Лола Федоренко. Именно она обратилась в полицию, получив видео с истязанием ребенка. Сейчас с уполномоченным по правам ребенка в республике решают вопрос дальнейшей судьбы девочки. Я не хочу допускать их близко после такого. Пока даже отца не хочу. Почему? Потому что я не знаю, что у него в голове. По словам уполномоченного, мать девочки, скорее всего, лишат родительских прав. Чтобы оформить опекунство на бабушку, родительских прав должны быть лишены и мама, и папа. Нужно понимать, что папа не лишен родительских прав. И решение, опять-таки, принимают органы опеки. Пока, например, насколько мне понятно, оснований для лишения отца родительских прав нет. Если выяснится, конечно, что папа знал об истязаниях ребенка, но молчал, то это, в принципе, достаточное основание для того, чтобы ребенка ему не передавать. Бабушка уверяет, ее сын знал об истязаниях, ведь именно он отправил ей видео. Лола Федоренко сейчас собирает документы на опекунство и считает, что сможет взять к себе на воспитание Викторию. У женщины 3 детей, один из них несовершеннолетний. Вероника Ганудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Татарстане выявлено 179 новых случаев коронавируса за последние сутки. 79 пациентов получают медпомощь в госпиталях, 5 человек умерли. Много заболевших в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. По стране диагноз подтвердился более чем у 28 тысяч россиян. В Татарстане накануне от коронавируса привились 7800 жителей. В Татарстане будет создан региональный центр компетенции в области минерально-сырьевого комплекса. Он будет готовить специалистов для горной промышленности. Соглашение об этом было подписано в Санкт-Петербурге в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова. Визит делегации республики в северную столицу весьма насыщенный. Президент встретился с руководством города, бизнесом, татарской диаспорой. Обо всех деталях визита и договоренностях Алия Харудинова. У Санкт-Петербургского горного университета богатая коллекция и история. Вуз основан в XVIII веке. Это первое высшее техническое учебное заведение в России. Здесь Рустаму Минниханову показали лаборатории и современное оборудование. На базе вуза работает центр компетенций под эгидой ЮНЕСКО. Решено создать региональный центр в Татарстане. Центр компетенции появится на базе Альметьевского нефтяного института. Здесь будут готовить специалистов для горной промышленности. Такие центры работают в разных городах и компаниях мира, в частности, в Сибур-холдинге. Также республика намерена расширить научное сотрудничество с питерским вузом. Люди, которые здесь работают, большие молодцы. Это на самом деле будущее нашей страны, потому что минерально-сырьевая база, а здесь не только геология, здесь много и других направлений. Она служит базисом нашей экономики. Большой пласт вопросов, связанных с природным газом, Рустам Минниханов обсудил с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым, в том числе программу социальной догазификации частных домов, увеличение парка газомоторной техники и строительство комплексов по сжижению природного газа. В ближайшие годы потребление голубого топлива в республике увеличится почти в 2 раза, до 33 миллиардов кубометров. Мы один из крупнейших потребителей природного газа, один из
крупнейших поставщиков для «Газпрома». Оборудование, техники и, конечно же, и в целом мы рассчитываем дальше развивать наши мощности. Так. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области живут около 40 тысяч татар. Работает целый ряд общественных организаций. В этом году в Петербурге открылся татарский культурный центр. Оборудованы кабинеты для изучения татарского языка и занятий музыкой. Здесь Рустам Минниханов встретился с активом татарской общественности Санкт-Петербурга. Мы гордимся татарами, которые проживают везде, в том числе и в Санкт-Петербурге. Это не авторитетные, успешные люди, которые граждане России, но в то же время они сумели сохранить свою самобытность, потому что наша страна сильна чем? Мы многоконфессиональны, многонациональны. В завершении визита в северную столицу Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Ему президент Татарстана вручил медаль «Столетие ТССР». На встрече обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений. Сейчас товарооборот Татарстана и Петербурга более 30 миллиардов рублей. Это поставки автотехники, топлива и продуктов питания. В этом году представительству Татарстана в Санкт-Петербурге исполнилось 25 лет. Я сегодня разговаривал с генеральным директором КАМАЗа, мне звонил. Я говорю, я в Питере. Он говорит, ты, если будешь встречаться, доложи, что автобусы начали поставлять. Большой заказ. Да, очень большой заказ, да. И поставка уже началась. Поэтому Санкт-Петербург – крупный рынок, куда мы можем продвигать тоже нашу продукцию. В 2001 году была открыта памятная плита, посвященная военным татарстанцам. Мы вместе воевали, у нас деды наши, отцы наши воевали, поэтому мы чтим эту историю. Ну и Сабантуй вместе проводим. Вы проводите такие Сабантуи, что... Ну, с вашей поддержкой. У нас поездка была очень успешной. Большое спасибо вам за возможность посетить вот исторический объект. Тоже мы в книжках читали. Значит, сегодня находимся в этом историческом объекте. По итогам переговоров наметили расширение сотрудничества во всех сферах. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аренин, Давид Абдуллин, ТНВ, Санкт-Петербург. Основатель первого казанского хосписа Владимир Вавилов получил престижную международную премию «Вера и верность» фонда Андрея Первозванного. Награду вручили в Кремлевском дворце в Москве. Он получил премию за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи. Среди награжденных выдающийся пианист Денис Мацуев, создатель ракетных комплексов «Тополь-М» Юрий Соломонов, старейший российский врач 90-летняя Екатерина Сумная. Владимир Вавилов в Казань вернулся сегодня, и с ним встретилась Юлия Гоголева. Задыхаемся от просьб, а каждый день мольба, слезы, крики «примите, примите, примите». За 10 лет работы первого казанского хосписа здесь приняли 6 тысяч пациентов. И каждого Владимир Вавилов помнит. Эта картина осталась как память об одной из пациенток – Лейсан. И она боялась не дорисовать эту картину. А я к ней подходил и говорю: Лейсан, а почему ты вот сюжет такой выбрала? Она: папа, знаешь, как мне хочется жить? А я знаю, что я умру. И я ночами вою, как эта волчица. А я ничего в жизни, ни замужем была, ни мальчик, ни вообще. Трудно уходить. И она мне успела дорисовать, умерла, понимаете? У него незаконченное высшее образование, когда-то был дальнобойщиком. Все изменилось в 2003-м после смерти дочери Анжелы. Деньги, которые тогда собирали, стали первым кирпичиком в основании фонда, названного ее же именем. Спустя 10 лет, благодаря стараниям Владимира Владимировича, заработал первый казанский хоспис. На следующий год надеются открыть и второй. Владимир Владимирович, поздравляем, мы все вам очень вами гордимся. И 20 лет назад, и сейчас Владимир Вавилов работает без выходных, решает десятки разных задач одновременно и находит в себе силы поддерживать улыбкой и добрым словом. Пациенты и персонал его не просто ценят, считают родным.
Он как член нашей семьи, он знает все про наших детей, он всегда ими интересуется. Мы окружены здесь заботой, вниманием постоянно. И мы на самом деле очень рады и гордимся, что его труд так высоко был оценен. У него все разговоры, все мысли, все, что делается, это делается для хосписа и ради хосписа. И вот это посвящение, наверное, оно вдохновляет и нас. Глядя на него, мы тоже не можем быть равнодушны, мы не можем ходить просто на работу, как на работу. Поэтому, конечно, мы гордимся, и мы очень рады за него, и мы понимаем, что это заслуженная награда, которая должна была быть именно только у него. Престижную международную премию от фонда Андрея Первозванного Владимиру Вавилову вручили накануне в Кремлевском дворце в Москве. Лента орденская, она, значит, через правое плечо проходит. Это все инкрустировано бриллиантами? Бриллиантами. Сколько штук? Да я и не считал, вы знаете, дело не в бриллиантах. Вернувшись в Казань, он сразу поехал на могилу своей второй дочери. Натальи не стало в этом году. Много лет в фонде она была его правой рукой. Он уверен, награда и ее заслуга. Она всегда находила общий язык. Она не стеснялась поехать, там, в ножки поклониться, корова не упадет. Она договаривалась, что нам хлеб бесплатно оставляют, молоко. Ее все знали. Она была, я же говорю, такая харизматичная, что... И она и посмеется, потанцует, и все, веселая. А с нее жизнь ключом била. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В грядущем 2022-м президентская программа «Наш двор» будет не менее масштабной, чем в 2 предыдущих года. Планы благоустройства сегодня представили в Доме правительства. Уже сформирован список из 200 домов, где точно пройдут работы. Всего же обновить хотят более 1000 территорий. Когда определятся все адреса и как собираются не выбиться из сметы при росте цен на стройматериалы, узнал Дмитрий Аренин. У нас асфальт был положен не по правилам. Я так понимаю, что существуют определенные правила. Даже под снегом у нас видно, что асфальт весь раздолбан, разбит. От старого асфальта жители дома на улице Блюхер избавятся по президентской программе «Наш двор». Благодаря активному голосованию за благоустройство этот двор вошел в программу следующего года. Мы устроили собрание, общее собрание собственников жилья. Проектировщиков принес свой план. Мы посмотрели, со многим согласились. Так в этом дворе положат новый асфальт, поставят спортивную площадку и сделают более вместительную парковку. Машины практически у всех есть, поэтому консенсус был найден достаточно быстро, потому что нужна и парковка, и детская площадка. Вроде бы была хорошая площадка, но, грубо говоря, это уже позавчерашний день. Самая беда тут у нас это асфальт. Ямочный ремонт силами ТСЖ делается периодически. Ну, сами понимаете, одну дырку залатали, другая образуется. Реально, не можем мы собрать таких денег, даже при всем желании. А благодаря этой программе мы будем иметь благоустроенный, красивый двор. В Татарстане в следующем году благоустроят более 1000 дворов, то есть больше, чем в этом и предыдущем. Как отметили в Минстрое, 2 стартовых года научили разные ведомства работать согласованно. Сначала трубы, потом асфальт, а не наоборот. В основном выстраивается такой график, чтобы совместно вначале прошли сетевики, после этого заходят там дорожники на благоустройство. Прям под роспись заставляем подтвердить, что после нашего ремонта двора, чтобы там никто не заходил и не менял. Как и ранее, на программу «Наш двор» выделят около 8 миллиардов рублей. Как отметили, более тщательный выбор поставщиков позволяет нивелировать рост цен на стройматериалы и не выбиваться из сметы. У нас есть конкуренция. То есть завод не 1, не 2, не 3, их десятки по России. Поэтому благодаря тому, что ведется работа, с каждым проводится, мы, значит, по очень хорошим ценам скупаем МАФы, соответственно, влезаем в эти деньги. Даже если говорят, что цены выросли на 30%, мы к нашему лимиту, существующему, утвержденному, 30% не добавляем, этих денег никто не дает, мы прорабатываем с поставщиками. Полный список адресов, где в следующем году пройдет программа «Наш двор», будет сформирован до конца года. Затем с жителями обсудят пожелания по благоустройству. Каждому двору подойдут индивидуально. Нужно быть готовыми к тому, чтобы активно участвовать в обсуждении. Вот там, где еще не прошли встречи, жители приходят, обязательно заявляют, мы будем слушать. Дальше мы планируем в апреле Алаберса начать уже реализацию программы на 2022 год и также к сентябрю ее завершить. В ближайшие годы по программе «Наш двор» в республике обновят почти 7000 дворов. Благоустройство коснется более 2 миллионов татарстанцев. Дмитрий Аренин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.
Программа капремонта многоквартирных домов в этом году в Казани оказалась под угрозой срыва. Причину сдвинувшихся сроков сдачи объектов в мэрии объясняют ростом цен на стройматериалы. Они в этом году выросли в 3-4 раза, а цена на капремонт была утверждена еще в 2020-м, без учета роста. Расходов стало больше на 211 миллионов рублей. И сейчас в Казани есть дома, где кровля под пленкой и ждут поступления материалов. В каких условиях приходится ждать завершения ремонта жителям, увидела Вероника Ганудинова. Если я вот так вот подойду сейчас к батареям, да, я чувствую жарко, очень жарко. Но стоит мне вот так вот чуть-чуть хотя бы отойти, уже холодно. Отопление в доме работает на полную мощность, плюс круглые сутки включен обогреватель. При этом стены и пол холодные. Все потому, что в 24-м доме по улице Светлая в Кировском районе крыша покрыта только пленкой. 2 недели назад мы уже показывали этот дом. Здесь уже несколько месяцев длится капремонт. До 15 декабря нам обещали, со слов сказали, что все работы будут выполнены, никого нет, ни техники, ни материала, ни рабочих. Как она могла попасть? Тут захочешь ли, вот и нальешь. Кому покажешь, не поверит, говорит Наиль Галиакберов. Кровли нет, крыша протекает, и вот результат. Вода собралась даже в лампочке. Почему капремонт затянулся, жителям приходят одни отговорки. Железа, говорит, нет, что ли? Сейчас думают эти подрядчики, вот тут у нас в Волгоградце 24, по-моему, там улица, тоже крыши нет. Причину затянутого ремонта в управляющей компании объясняют сменой подрядчика, который не смог выполнить взятые на себя обязательства. Свою роль сыграло и повышение цен на стройматериалы. На этой неделе металл привезут, и будет уже монтаж металла на кровле непосредственно. По информации подрядчика будут завершены до конца текущего года. Капремонт в Казани еще не завершен. В 27 домах исправляют выявленные недочеты. В начале года на аукционе были выбраны 3 подрядные организации. Они привлекли к работе 50 субподрядчиков. Повышение цен на стройматериалы и их дефицит не позволили завершить ремонт в срок, считают в мэрии. Некоторые даже до 4 раз цены увеличивались. Подрядчики, которые на начальном этапе заказывали материал, мы точно понимали, что они просто не хватает денег для того, чтобы этот материал купить. А зачастую ряд материалов просто не было. Программа капремонта многоквартирных домов в Казани рассчитана на 3 года. Выделено 7 миллиардов рублей. Но этой суммы не хватает. Цены были утверждены в январе 2020-го и с тех пор не пересматривались. После перерасчета выяснилось, нужно на 211 миллионов рублей больше. Когда Минстрой уже отправил федеральное министерство ЖКХ, значит, информацию о том, что ситуация складывается недолжным образом, значит, внесли изменения в постановление 615. По постановлению сумма контрактов с подрядными организациями можно было изменить только если увеличивается объем работ. Теперь же включена и компенсация стоимости материалов. Президенту Рустаму Минниханову было направлено письмо с просьбой о компенсации затрат подрядчиков. Как сообщают в мэрии, сейчас оно находится на рассмотрении в кабинете министров республики. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Каждый 5-й казанец задумывается об увольнении хотя бы раз в неделю. Люди каких профессий думают об этом чаще всех и почему 30% выбирают для этого день зарплаты, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в России началась благотворительная акция «Елка желаний». Политики и общественники исполняют мечты детей. К акции присоединились депутаты «Единой России» Фарид Мухамедшин. 8-летней Любе Калашниковой он подарил планшет. Такие же гаджеты получили еще 2 особенных ребят. Девочки и мальчики также просили Деда Мороза о мольберте для рисования и сладких презентах. К Новому году здесь хотят исполнить и желания ветеранов Великой Отечественной войны. Это было ее желание, да? Она загадала планшет, играет, и занимается. Ей потому что очень нравится учиться. Приехали дети, которые требуют врачебного внимания, требуют жизненной поддержки общества. И вот такие теплые поздравления и встречи проходят, будут еще проходить на всех уровнях власти, и где к этому имеет прямое отношение лидирующая партия «Единая Россия».
Пятый по счету полилингвальный комплекс «Адамнар» сейчас строится в Нижнекамске. Завершиться работы планируют уже к следующему учебному году. К 1 сентября нужно успеть построить здание и благоустроить 3 гектара территории. Это одно из значимых образовательных учреждений республики, где будут обучать сразу на 3 языках. Напомним, такие школы уже открыли в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Актаныше. В Нижнекамске на строительство выделено 2 миллиарда рублей. Кто будет учиться в «Адамнар», знает Гульнара Миниханова. Будущий полилингвальный комплекс начали возводить в сентябре. Построили уже 2 этажа здания «Адамнар». На подходе 3-й. Одновременно на объекте задействованы 190 рабочих. Работы ведутся по графику производства работ, даже с небольшим опережением. Вокруг площади предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории, наличие общественных мест, где будут школьники собираться, наличие спортивных площадок, футбольное поле и зон отдыха. По проекту школа рассчитана на 1224 ученика. Объект один из важнейших в республике. 3-этажное здание общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров будет включать в себя, помимо учебных классов, 2 бассейна, 2 спортивных зала, столовую, актовый зал с современной акустикой, а также библиотеку и зону для рекреации. Сегодня здесь прошло выездное заседание руководства города и подрядчиков. На месте решают, что нужно для того, чтобы сдать объект вовремя. Открытие школы планируется на 1 сентября 2022 года. Специфика школы – это языковая школа. Здесь дети будут изучать татарский, русский, иностранные языки. И здесь могут обучиться дети нашего района и города. Эта школа одна из 6, которые создаются в республике по инициативе Ментимира Шаймиева и поддержки Рустама Миниханова. Полилингвальные комплексы «Адамнар» призваны стать моделью современной школы и обеспечивать конкурентоспособное образование на татарском, русском и английском языках. Надо сейчас проработать генплан этой территории, не с учетом только территории школы. Тем более, наверное, здесь сейчас и торжественное открытие, это должен быть уже микрорайон встречать нас. Поэтому уже за зиму мы должны четко понимать, кто что делает, какой сквер там, где парковочные зоны, где вот эта задняя площадка, потому что, заезда, выезда пока не так красиво это все. Поэтому вот эти моменты сразу надо подать. Мы не сдаем школу, мы сдаем вот этот микрорайон, полностью вот этот микрорайон. Как стало известно сегодня на совещании, к 10 января здесь планируют подать тепло и начать внутреннюю отделку. В следующем учебном году сюда примут детей с 1 по 7 классы. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Вопросы, связанные с деятельностью НКО и меры их поддержки, обсудили сегодня в Казани. За круглым столом встретились представители Общественной палаты и руководители некоммерческих организаций со всей республики. Сегодня в Татарстане зарегистрировано 6 тысяч НКО. Для них актуально взаимодействие с госорганами и вопросы получения грантов. Своим опытом поделился театр кукол на селе Доржиновского района. Чтобы не потерять своего зрителя в пандемию, они полностью перешли на цифровой формат. Казанский центр иппотерапии сохранил сотрудников благодаря грантовой поддержке президента республики. Мы подводим итоги, и мы видим, что у нас есть значительная эволюция изменений в том, как выстраивается это взаимодействие, как выстраивается эта коммуникация. Во-первых, за это время уже гражданские активисты, те, которые по-прежнему болеют сердцем, им важно то общество, в котором они живут, как это общество живет, они стали уже организовываться, объединяться в устойчивое объединение. Для участников внешнеэкономической деятельности банк «Аверс» запустил акцию «Выгодный ВЭД для бизнеса». Новые клиенты, открывающие счета в банке, могут получить полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической сделки на специальных условиях. Это бесплатный расчетный счет и переводы в валюте по ставке 0,1%. Отправить денежный перевод за рубеж. Сотрудники банка «Аверс» помогут разобраться в требованиях валютного законодательства России, ответят на вопросы, предварительно проанализируют сделку и проверят документы. Физические лица также смогут совершать международные переводы SWIFT с минимальной комиссией в любую точку мира без ограничения по сумме и в любой иностранной валюте. Пониженный тариф от 0,5 до 0,9%. Отправлять деньги можно как физическим, так и юрлицам. Международные переводы SWIFT в банке «Аверс» – это выгодный и безопасный быстрый способ отправить денежный перевод за рубеж. Оформить международный перевод можно в любом офисе «Аверса», при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также ИНН.
В Казанском центре ФИНА хотят открыть отделение синхронного плавания. Идею поддержала главный тренер сборной команды России Татьяна Покровская. В республике уже существует 3 школы, где занимаются более 500 детей. А уже в эту пятницу в Казани пройдут международные соревнования по синхронному плаванию на Кубок Светланы Ромашиной. Республику здесь представят 40 спортсменов. Будут состязаться 22 команды из регионов России и зарубежных стран. Напомним, 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина признана лучшей спортсменкой этого года на национальной спортивной премии. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Радость праздника в каждом сердце. Открываем счастью дверцы. Базы отдыха компании «Татнефть». Для Нового года все у нас есть. А еще вокруг красивая природа, вкусная еда и комфортные условия. Любимый праздник отмечаем вместе. Бронирование по телефону в Альметьевске 386-398. Nissan в РРТ купил. Скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212-30-10. Многопрофильный центр «Казанская клиника» – это широкий спектр медицинских услуг. Опытные врачи, доступные цены. Лушникова 10, Глушко 21А, 2-101-106. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203-86-02. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204-2700. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. 18 и 19 декабря приглашаем на праздничное открытие магазина «Галамарт». Вас ждут шок, цены на самые полезные товары, розыгрыш призов, а также суперзабег. Вынеси за 60 секунд товаров на 100 тысяч рублей. Ждем вас за покупками в ТЦ «Дом мебели», Комсомольская, 10. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. В студии София Егорова. Здравствуйте. Атмосферный фронт северо-западного циклона несет в наши края осадки и повышение температуры. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Баблах и Азнакаево будет облачно, днем снег и минус 5-6 градусов. Пасмурно и сыро в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ожидается снег и минус 4 градуса. Пройдут осадки днем и вечером в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Станет теплее. В Арске, Кукмаре и Балтаси в течение всего дня прогнозируются осадки. Температура повышенная, минус 3-4 градуса. Облачно и сыро в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Здесь днем до минус 3. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше температура повысится, минус 4. Пройдет снег, вечером без осадков. В четверг станет теплее, ожидаются осадки разной интенсивности. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазматическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачно, днем пройдет снег и ожидается 4 мороза. Ветер южный умеренный, атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедица, будьте осторожны. Сан-Чи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Сан-Чи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. На этом наш выпуск завершен. До свидания.